Против Черкесии были сосредоточены огромные военные силы. В 1861 году были выселены в Турцию беслинейцы. За ними последовали кубанские кабардинцы, кемергоевцы, абазины. В 1862 году пришла очередь на тухайцев, живших в районе Анапы и Цимеза, ныне Новороссийск. Зимой 1863-1864 годов войска были брошены против абадзехов. Абадзехия, наполненная десятками тысяч беженцев из покоренных районов Черкесии, сопротивлялась мужественно и упорно, но силы были неравны. Проведение наступления зимой привело к большим жертвам среди населения. Уничтожение запасов и солений действует губительно. Горцы остаются совершенно без крова и крайне стеснены в пище. Не более 1/10 части погибшего населения пали от оружия, остальные свалились от лишений и суровых зим, проведенных под метелями в лесу и на голых скалах. Поразительное зрелище представилось нашим глазам по пути. Разбросанные трупы детей, женщин, стариков, растерзанные и полуобъеденные собаками, изможденные голодом и болезнями переселенцы, едва поднимавшие ноги от слабости. Офицер Дроздов. Все уцелевшие абадзехи выселились в Турцию. Турецкие шкиперы из жадности наваливали как груз черкесов, нанимавших их кочермы до берегов Малой Азии, и как груз выбрасывали за борт при малейшем признаке болезни. Волны выбрасывали трупы этих несчастных на берега Анатолии. Едва ли половина отправившихся в Турцию прибыла к месту. Такое бедствие в таких масштабах редко постигало человечество. Но только ужасом и можно было подействовать на этих воинственных дикарей. Война велась обеими сторонами с беспощадной жестокостью. Ни суровая зима, ни бури на Черкесском берегу не были в состоянии прекратить кровопролитную борьбу. Не проходило ни одного дня без сражения. Страдания, окруженных со всех сторон неприятелем адыгских племен, происходившие вследствие недостатка средств, пропитания, амуниции, превосходили все, что можно себе представить. На берегах Черного моря под мечом победителя исходил кровью один из храбрейших на всем земном шаре народов. Оборонять страну становилось невозможным. Иммиграция принимала чудовищный размах. Черкесам определили кратчайшие сроки, за которые они должны были выселиться в Турцию. Имущество и скот были брошены или за бесценок проданы военным и казакам. Огромные массы населения толпились по всему Черкесскому побережью Черного моря. Все побережье было усеяно телами погибших вперемешку с живыми. Люди, имея жалкие запасы продовольствия, сидели на берегу, испытывая все удары стихии и ждали возможности уехать. Прибывавшие каждый день турецкие корабли нагружались переселенцами. Но перевести всех сразу не было никакой возможности. Корабли нанимала и Российская империя. Черкесы стреляли в воздух из ружей, прощаясь с родиной, где находились могилы их отцов и дедов. Некоторые, выстрелив в последний раз, бросали дорогое оружие в морскую пучину. Специально посланные отряды прочесывали ущелья, разыскивая людей, пытавшихся укрыться в труднодоступных местах. От 300 тысяч шапсугов остались около 1000 человек, рассеянных по самым неприступным местностям. 100 тысяч убыхов выселились полностью. От Натухая остался один аул, названный Суворов-Черкесский. Но и его население в 1924 году было переселено в Адыгейскую автономную область. От многочисленного населения Абадзехии на Кавказе осталось только одно селение – аул Хакури-Нахабль. По официальным данным российских властей было выселено 418 тысяч черкесов. Разумеется, это число является заниженным. Налицо стремление официальных властей скрыть масштабы геноцида. Кроме того, даже эти 418 тысяч человек – это только официально зарегистрированные российскими властями переселенцы. Естественно, эти цифры не в состоянии учесть всех черкесов, которым решительно не было никакого интереса отчитываться, кто и куда едет в Турцию. По данным турецкой Мухажир-комиссион, комиссия по переселенцам, осталось живых и размещено по вилаетам, областям Османской империи 2 800 000 человек, из которых 2 600 000 человек адыги. И это при том, что огромное количество людей погибли на берегу Черного моря и при переезде. Адыгская пословица того времени гласит: «Дорога по морю на Истанбул видна по черкесским трупам». И спустя 1,5 столетия после этих событий приморские черкесы, чудом уцелевшие шапсуги, не едят рыбу из Черного моря.
Огромными были потери и в карантинных лагерях переселенцев на турецком берегу. Это была невиданная гуманитарная катастрофа. Например, смертность от голода и болезней только в лагере Ачикале достигала около 250 человек в день, а эти лагеря были расположены по всему турецкому побережью. Турецкое правительство, не ожидавшее таких размахов переселения, не могло обеспечить все лагеря продовольствием. Опасаясь эпидемий, лагеря окружали армейские подразделения. Турция просила Россию приостановить поток беженцев, но он только увеличивался. Мать султана, черкешенка по происхождению, пожертвовала все личные сбережения и организовала сбор средств на покупку продовольствия для адыгов. Но спасти многие тысячи от голодной смерти не удалось. Родители продавали туркам своих детей в надежде, что те хоть сытно поедят. Цитата. «Мое сердце обливалось горечью, когда я вспоминал поражающую нищету этих несчастных, гостеприимством которых я пользовался столько времени. Бедные эти черкесы, как они несчастны», — сказал я турку. «Черкешенки дешево будут стоить нынешний год на базаре», — отвечал мне совершенно спокойно старый пират. Фон Виль. Последний год войны Черкесии за независимость. К 21 мая 1864 года пал последний бастион черкесского сопротивления – урочище Гбаада, ныне горнолыжный курорт Красная Поляна близ Сочи. Там, в присутствии родного брата императора Александра II, великого князя Михаила, состоялся парад Победы по случаю окончания Кавказской войны и выселения черкесов в Турцию. Огромный край опустел. От 4-миллионного населения к 1865 году на Западном Кавказе осталось лишь около 60 тысяч человек, поселенных в разрозненных селениях в окружении казачьих станиц. Выселение продолжалось почти до конца 1864 года. И к 1865 году вместо многочисленного и цельного черкесского народа, крупнейшего народа Кавказа, остались лишь небольшие территориально разобщенные этнические островки адыгов. Такая же участь в 1877 году постигла и родственную черкесам Абхазию. Общее число черкесов на Кавказе после войны, без кабардинцев, не превышало 60 тысяч человек. Да, черкесы проиграли эту войну. По своим последствиям она явилась для них настоящей национальной катастрофой. Были потеряны свыше 90% населения и около 0,9 всех земель. Но кто может попрекнуть черкесский народ в том, что он, жалея себя, не защищал свою родину, что он до последнего воина не сражался за каждую пядь этой земли? За всю историю Черкесии, единственной армии, сумевшей ценой колоссальных жертв и невероятного напряжения сил занять эту территорию, была российская армия. Да и то сделать это удалось только изгнав фактически все черкесское население. И во время, и после окончания войны многие участники этих событий отдавали должное той отваге, с которой адыги отстаивали свою родину. Один из авторов очерков покорения Кавказа писал: «Мы не могли отступить от начатого дела и бросить покорение Кавказа только потому, что черкесы не хотели покориться. Теперь, когда наша власть на Кавказе вполне упрочена, мы можем спокойно отдать дань уважения героизму и беззаветной отваге побежденного врага, честно защищавшего свою родину и свою свободу до полного истощения сил». В книге «Последний год войны Черкесии за независимость» француз фон Виль, очевидец тех событий, так описывал черкесов, выселившихся в Турцию. Цитата. «Их сабли, кинжалы, карабины производили какой-то особый внушительный воинственный шум. Чувствовалось, что этот могучий народ, если и был побежден русскими, отстаивал свою страну сколько мог, и не было в нем недостатка ни в храбрости, ни в энергии. Черкесский народ так и ушел непобежденным». Вот как описывал генерал Фадеев изгнание черкесского народа. Весь берег унизался судами и покрылся пароходами. На каждой версте из 400 верст его протяжения белели большие и малые паруса. Поднимались мачты, дымились трубы пароходов. На каждом мыску развивались флаги наших пикетов. В каждой балке толпился народ и стоял базар. Правда, то были похороны исчезавшего народа. Движение редело по мере того, как пустел берег. Но он пустел ненадолго. На покинутых пепелищах осужденного черкесского племени стало великое племя, русское. Восточный берег с его великолепной красотой составляет теперь часть России. Вырваны плевела,
зайдет пшеница». Конец цитаты. А этот прогноз генерала на будущее адыгов. Довольно посмотреть на донесения консулов, чтобы знать, как тают черкесы в Турции. Их выбыло уже наполовину, между ними нет больше женщин. Турецкие черкесы просуществуют лишь в одном поколении. Конец цитаты. Но черкесский народ, несмотря ни на что, выжил. 21 мая для адыгов – это гордость за тот бой, который наш народ смог дать одной из сильнейших империй того времени. 21 мая для адыгов – это боль о той катастрофе, которую постиг наш народ. Никто не может у нас отнять право отдать дань памяти героизму наших предков. Никто не может у нас отнять право просить Бога успокоить души тех, что погибли в Кавказской войне, а затем на чужбине. Тот, кто хочет покуситься на эти права, покушается на сам дух черкесов, на душу ныне живущих черкесов. Этого черкесы никогда не отдадут.